Добрый день, уважаемые студенты. Во-первых, хочу вас всех приветствовать. Ровно 12 часов, и у нас начинается онлайн-лекция на тему День Республики Саха-Якутия. Конечно же, мне в первую очередь хотелось бы поздравить всех преподавателей, всех студентов с этим замечательным праздником жизни республики. И хочу особо заметить то, что День Республики, он связан с двумя большими датами. Это в первую очередь то, что 27 апреля 1922 года декретом Всероссийского Центрального исполнительного комитета была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Многие из вас, наверное, помнят, что Якутию раньше называли тюрьмой без решеток, сюда ссылали политических заключенных. Ну и в целом, конечно же, уровень образования, культуры был на достаточно низком уровне. И вот после создания автономной республики жизнь качественно поменялась. В первую очередь я хотел бы отметить то, что республика взяла на себя полноту власти, было образовано якутское правительство, также был в 24 году была принята первая конституция республики, затем в 26 году вторая конституция Якутская АССР. Вы знаете, что в 1936 году была принята первая советская конституция, Конституция Союза Советских Социалистических Республик, который в народе именуется как Сталинская конституция. После принятия союзной конституции были приняты конституции союзных республик, входящих в состав СССР, в том числе и, конечно же, Конституция РСФСР. Это случилось в 1937 году. В том же году была принята третья конституция Якутская ССР, которая заложила основы для дальнейшего развития государственности в составе Советской России. А также хочу отметить, что в 1977 году была принята Конституция СССР, которая в народе именуется как Брежневская конституция. В 1978 году была принята Конституция РСФСР, и также в 1978 году была принята Конституция Якутской ССР. Вот. И исходя из этого, я хотел бы отметить, что, конечно же, при зарождении якутской автономии огромная роль принадлежит достойным сынам нашего народа, таким как Максим Амосов, Платон Аюнский, Исит Барахов, Степан Аршаков, Алексей Широких, их соратники. Хотел бы отметить то, что в те годы действительно было сложное время, народ в основной массе был малообразованным, но тем не менее, значит, власти предпринимали все усилия для развития не только аграрного сектора, но и промышленного производства. Этому, конечно же, стало основой проведения научной комплексной экспедиции, организованной Академией наук СССР. Это было сделано по инициативе Максима Кировича Амосова. И, конечно же, те усилия, которые были тогда приложены, создали основу для выработки такой, образно говоря, дорожной карты развития нашей республики с учетом того, что у нас огромное количество природных ископаемых, что у нас большая территория, и благодаря, конечно же, поддержке союзного и федерального руководства были сделаны большие шаги. Но я хотел бы также выделить роль руководителей советского периода, таких людей, как Илья Егорович Винокуров, Семен Захарович Борисов. Илья Егорович Винокуров, он возглавлял республику в суровые годы войны. Конечно же, было очень сложно работать, была засуха, был голод. Ну, были определенные сложности и трагедии, в том числе, конечно же, трагедии чурапчинских переселенцев. Семен Захарович Борисов, он возглавлял нашу республику в качестве первого секретаря Якутского областного комитета партии, и при нем в
1956 году был образован Якутский государственный университет. И хочу отметить, что первым ректором был значит, Мординов Арсентий Егорович, доктор философских наук, профессор, человек, глубоко преданный нашей республике, человек, который сделал очень многое для развития молодежи. Также хочу отметить большую серьезную работу, которую проводил первый секретарь Якутского обкома партии Гаврил Иосифович Черяев. Он был ветераном Великой Отечественной войны. При нем, конечно же, большое развитие получило, дальнейшее развитие. Вот Семен Захарович в том числе организовал значит, алмазную промышленность, при Гавриле Иосифовиче у нас начала развиваться Южная Якутия, в том числе в рамках реализации программы Южно-Якутского топливно-энергетического комплекса. Хочу отметить, что после него первым секретарем был Юрий Николаевич Прокопьев. Ну и второе, то, что я сегодня хотел бы заострить ваше внимание на том, что данный праздник связан с вступлением в силу новой Конституции Республики Саха-Якутия. Это, конечно же, абсолютно новая Конституция. Она связана с тем, что мы тогда перешли от плановой экономики на рыночные рельсы. И вот здесь, конечно же, особая роль принадлежит Михаилу Ефимовичу Николаеву. Я имел счастье вместе с ним работать, начиная с 3 января 1990 года. Вначале я был у него 2 года помощником, затем с января 1992 года я был 2 года руководителем администрации президента, и помню все эти его начинания, его инициативы. Прежде всего, конечно же, большое значение имело то, что 27 сентября 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Якутии. Данный документ, он на самом деле был принят в поддержку декларации о государственном суверенитете России, который принял Первый съезд народных депутатов РСФСР во главе с Борисом Николаевичем Ельциным. И вы знаете, дорогие коллеги, студенты, то, что мы ежегодно 12 июня отмечаем День России, и этот день связан как раз вот с принятием декларации о государственном суверенитете РСФСР. Также в 1991 году были проведены первые выборы президента Российской Федерации, когда им стал Борис Николаевич Ельцин. Вообще, вот, к слову, Борис Николаевич Ельцин дважды избирался президентом страны, ну и в последующем он передал бразды правления, доверил нашу страну Владимиру Владимировичу Путину, который в 2000 году впервые был избран президентом, потом повторно в 2004 году он избирался, затем в 2008 году президентом был избран Дмитрий Анатольевич Медведев, в 2012 году, значит, Владимир Владимирович Путин уже 3-й раз избрался главой государства, и его полномочия народом были продлены еще в 2018 году. Поэтому он является нашим общенациональным лидером, власть которого ему передана народом. Ну, возвращаясь к нашей республике, я хочу отметить то, что вот после декларации о государственном суверенитете руководство нашей республики во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым, кстати, он 20 декабря 1991 года был избран первым президентом Республики Саха-Якутия. Затем в 1996 году он был повторно избран президентом Республики Саха-Якутия. Ну и вот благодаря усилиям Михаила Ефимовича началась работа по подготовке проекта Конституции Республики Саха-Якутия, над текстом которого работали народные депутаты Верховного Совета 12-го созыва. Я помню всю эту работу, и, конечно же, она проходила в таком достаточно плотном режиме. И я помню, даже был пикет, были различные волнения, в том числе со стороны студентов Якутского госуниверситета, во главе там с Александром Жураковским, Алексеем Еремеевым, которые
приходили, Максимом Местниковым, которые приходили к нам, и мне приходилось выходить на улицу, встречаться на крыльце Дома правительства с ними, успокаивать, потому что работа над Конституцией — это непростая работа. Конечно же, были большие дебаты внутри парламента, а Верховный Совет 12-го созыва, он состоял из 165 народных депутатов, которые были избраны в апреле 1990 года. Это были первые демократические выборы, когда народ действительно на альтернативной основе избирал своих народных депутатов. Хочу отметить то, что Верховный Совет Республики 12-го созыва, который мы называем легендарным, после того, как Михаил Ефимович Николаев был избран президентом, его возглавил Климент Егорович Иванов, тоже один из патриотов нашей республики. Ну и вот я хочу отметить то, что Верховный Совет был достаточно плодовитым в части законотворческой деятельности. Ими были приняты основополагающие законы, такие законы, как о статусе Республики Саха-Якутия, такие законы, как значит, президенте Республики Саха-Якутия. И хочу отметить то, что было много принято законов по управлению собственностью, по добыче полезных ископаемых. И вот одним из важных достижений нашего руководства является то, что федеральное руководство восприняло инициативу о заключении федеративного договора. И вот 31 марта 1992 года в Кремле был подписан федеративный договор. И помимо этого Республика Саха-Якутия в единственном числе тогда подписала соглашение с правительством Российской Федерации о соглашении о взаимодействии в сфере социально-экономического развития. И с этой точки зрения республика получила большие преференции, будем говорить, она заимела свою долю, значит, в добыче, значит, алмазов, золота, других полезных ископаемых. 25 ноября 1992 года было заключено еще одно соглашение уже по разграничению собственности. Это тоже очень важный документ. Ну и, конечно, одним из заслуг Михаила Ефимовича является то, что он всегда ратовал за единство Российской Федерации. И наши представители работали в том числе в рабочей группе по проекту Конституции Российской Федерации, которая уже была принята общенародным голосованием посредством референдума 12 декабря 1993 года. К слову, хочу отметить, что данный день знаменателен еще и тем, что 12 декабря 1993 года были избраны депутаты Государственной Думы первого созыва, а также были избраны члены Совета Федерации, Федерального собрания. И в соответствии с Конституцией Российской Федерации у нас Федеральное собрание состоит из двух палат. Нижняя палата — это Госдума, состоящая из 450 депутатов, и они ведут свою работу на основе фракционности. У нас представлены такие фракции, как «Единая Россия», как Коммунистическая партия Российской Федерации, как «Справедливая Россия» и как Либеральная демократическая партия России. Совет Федерации у нас состоит уже на сегодняшний день из 170 сенаторов, поскольку на сегодняшний день в состав Российской Федерации входят 85 субъектов, в том числе 22 республики, и в том числе Республика Крым, которая вот воссоединилась позже, и города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. И хочу отметить, что на сегодняшний день республики имеют свои конституции, а другие субъекты Российской Федерации, они имеют, собственно, уставы, имеют собственное законодательство. Ну и по Конституции Российской Федерации все субъекты равноправны. Ну и возвращаясь к нашей теме, я хотел бы отметить, что Конституция Республики Саха-Якутия была принята 4 апреля 1992 года и вступила в действие 27 апреля 1992 года. Если вы спросите, почему,
она вступила 27 апреля, я могу отметить, что в этот день как раз мы отмечали 70-летие образования Якутской АСР. И это было вот так приурочено. И вот почему сегодня мы 27 апреля отмечаем День Республики. А вы знаете, что кроме Дня Республики у нас еще 27 сентября празднуется День государственности. Вот в чем разница между этими двумя праздниками? Вот хочу отметить, что День государственности, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете, которая стала основой для зарождения Второй Республики. Ну и хочу отметить, что благодаря Конституции у нас сформированы органы государственной власти, высшие органы в лице Государственного собрания Ултумен, как высшего законодательного, представительного и контрольного органа, в лице главы республики, который всенародно избирается и возглавляет исполнительную ветвь власти, в том числе, мы знаем, у нас правительство Республики Саха-Якутия, ну и судебную власть представляет Конституционный суд Республики Саха-Якутия. Если говорить о Конституции, конечно же, Конституция – это основной закон нашей республики. В Конституции существует преамбула. В преамбуле отражается то, что мы многие годы в составе России. Вы знаете, что Якутия вошла в состав России в 1632 году. Получается, в 2032 году мы вместе с вами будем отмечать уже 400-летие вхождения Якутии в состав российского государства. И за все эти годы мы дружно живем, русский, якутский народ, остальные народы, проживающие на территории Якутии. И я хочу отметить, что, конечно же, якутяне всегда дорожат тем, что мы россияне, и всегда мы защищали интересы России. И это можно проиллюстрировать на примере наших героев, защищавших Родину в годы Первой мировой войны, в годы Второй мировой войны. Вот у нас очень много героев Советского Союза. Вы знаете, что якуты славились тем, что они были хорошими воинами, они были хорошими снайперами, хорошими артиллеристами, танкистами, летчиками. И, конечно же, я хочу отметить, что исходя из статистики, вот якуты как народ, они потеряли больше всех в годы Великой Отечественной войны. Если говорить о той статистике, когда мы переведем те цифры, которые наши потери по соотношению к количеству, значит, и получается, что действительно не только на поле брани, но и в тылу многие якутяне трудились, не покладая рук, невзирая на то, что это работа и в холод, и в жару. Много собирали для фронта. Были даже целые танковые колонны сформированы на те средства, которые были собраны якутянами. Шились для них обмундирования, теплые значит, варежки, специальные шапки, тулупы и так далее. Все для фронта, все для победы. И в скором времени мы все вместе с вами будем отмечать 75-летие Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И я, конечно, выражаю сожаление, что мы сейчас переживаем не самые лучшие времена в условиях всемирной пандемии коронавируса. Мы вынуждены сегодня оберегать каждого гражданина, и по решению главы государства у нас самоизоляция. И, конечно же, я призываю всех вас соблюдать этот режим, потому что для страны каждый человек дорог. Я думаю и уверен, что мы переживем эти суровые времена, поскольку для каждого поколения есть периоды испытаний. Вы знаете, что вот кроме Первой мировой войны у нас была еще кровопролитная гражданская война, Великая Отечественная война, было послевоенное восстановление страны, когда люди действительно жили в бараках, но делали все возможное для того, чтобы поднять нашу страну. Ну и вот, говоря о преамбуле, я хочу отметить то, что там указана и Декларация о государственном суверенитете, и принятие Конституции – это залог того, что в республике все должно быть организовано должным образом. В первую очередь, это же, конечно же, защита
прав граждан в Республике Саха-Якутия. Это конституционные основы. И я хотел бы отметить, что в Конституции прописаны основные полномочия Государственного собрания Ултумен, который состоит на сегодня из 70 народных депутатов. Как вы знаете, Государственное собрание Ултумен вот впервые было избрано, опять же, 12 декабря 1993 года и начала свою деятельность в январе 1994 года. Тогда парламент республики состоял из двух палат. Это палата республики, который возглавил Егор Михайлович Ларионов, и Палата представителей, которую возглавил Афанасий Петрович Илларионов. Вот первый созыв проработал 4 года, потом были выборы второго созыва, и второй созыв Государственного собрания Ултумен в Палате Республики возглавил Василий Васильевич Филиппов, в Палате представителей Николай Иванович Соломов. И хочу отметить, что, конечно же, парламент выполнял свои функции. Тогда тоже были приняты множество законов, которые были необходимы для перехода нашей республики из плановой экономики на рыночные отношения. Третий созыв парламент уже стал однопалатным и возглавил парламент Николай Иванович Соломов. В последующем, значит, посредством выборов председателем Госсобрания был избран Нургун Семенович Тимофеев, очень талантливый, к сожалению, рано ушедший из жизни. Четвертый созыв парламента возглавил Виталий Николаевич Басагыцев, который был до того депутатом Государственной Думы. Пятый созыв парламента возглавил Александр Николаевич Шевков. И сейчас у нас работает парламент, который избран в 2018 году во главе с Петром Васильевичем Гоголевым. Вот. Это говоря о парламенте, а когда мы говорим об исполнительной ветви власти, у нас раньше был институт президента, я говорил выше о том, что дважды избирался президентом Михаил Ефимович Николаев. После него президентом в 2002 году был избран Вячеслав Анатольевич Туров. В 2007 году его полномочия были продлены парламентом республики. А в 2010 году парламент республики наделил полномочиями президента уже Егора Афанасьевича Борисова. В 2014 году он был избран уже, значит, главой республики Саха-Якутия, по-якутски это называется Илдархан. В 2018 году, в сентябре, Илдарханом был избран Айсен Сергеевич Николаев. Вот. Ну и, конечно же, мы благодарны составу правительств, которые работали под их руководством. Если говорить о судебной системе, то Конституционный суд республики, начиная с 1992 года, возглавлял Дмитрий Николаевич Миронов, доктор юридических наук, профессор. Ну и с 2014 года, значит, мне парламентом и главой республики было доверено возглавить Конституционный суд. И в прошлом году, в 2019, 25 апреля, уже по представлению главы республики, парламент республики во второй раз наделил меня полномочиями председателя Конституционного суда. Далее я хотел бы отметить, что у нас есть четко прописанная избирательная система, у нас есть гарантия реализации прав граждан на местное самоуправление. Также в Конституции Республики прописаны экономические основы, формат проведения внешних экономических связей. Ну и, конечно же, переходные положения. Я хочу отметить, что народные депутаты республики обладают правом не только законодательной инициативы, но и конституционной инициативы, что означает то, что они могут вносить предложения по внесению тех или иных поправок в действующий основной закон. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что у нас в республике образована конституционная комиссия, которая может предварительно рассматривать те или иные предложения. Также я хотел бы отметить то, что я, работая с Михаилом Ефимовичем, в последующем 4 раза избирался народным депутатом парламента республики. Это, конечно же, большое доверие со стороны избирателей. И хочу отметить, что на сегодняшний день на парламент тоже возложены такие обязанности, которые они должны выполнять как высший законодательный, представительный и контрольный орган.
Уважаемые студенты, ну, говоря вообще о новой Второй Республике, я хочу отметить, что отцами Второй Республики являются вот Михаил Ефимович Николаев, Климент Егорович Иванов, который возглавлял Верховный Совет 12-го созыва. Ну и могу к этому числу причислить и Дмитрия Николаевича Миронова. Вот. Я хочу отметить, что на сегодняшний день в сфере образования существуют гарантии для того, чтобы вы могли получить качественное образование. И для нас является особо значимым, чтобы те лекции, которые мы читали перед вами, они были более качественными. Я вот, начиная с 94 года, являюсь преподавателем, профессором Северо-Восточного федерального университета. В 94 году по приглашению Михаила Михайловича Федорова, который является основателем юридического образования, он образовал юридическое образование в далеком 1982 году. Я являюсь выпускником третьего выпуска. В 90-м году я закончил Якутский госуниверситет. Закончил его с красным дипломом. И темой моего дипломного проекта было то, что она называлась «Политико-правовые аспекты повышения статуса Якутской АССР». Ну и, конечно, вот на основе данной работы, в последующем развернув его, расширив, я в 1996 году защитил кандидатскую диссертацию в Российской академии госслужбы при президенте Российской Федерации, а в 2001 году защитил докторскую диссертацию. Ну и горжусь тем, что ведущей организацией была кафедра конституционного права Московского государственного университета. Моими оппонентами были очень известные юристы, в том числе Борис Сафарович Евзеев, судья Конституционного суда Российской Федерации. И, конечно, моим научным руководителем был Мальцев Геннадий Васильевич, который является членом-корреспондентом Российской академии наук. Ну и вот всегда, выступая перед своими студентами, я говорю о том, что вы на самом деле учитесь не ради того, чтобы получить те или иные оценки, ну, получить хорошие оценки, потом похвалиться перед своими родителями, а на самом деле вы учитесь ради того, чтобы получить знания. И вот мне бы хотелось в этот день пожелать вам, чтобы вы хорошо осваивали материал, который дают вам ваши преподаватели. Конечно же, они стараются. И помимо этого, как член Российского профессорского собрания, я всегда говорю своим коллегам о том, что мы, преподаватели, должны всегда понимать, что работать с молодежью, со студентами — это очень ответственная работа. И всегда говорю о том, что участь профессора заключается не только в том, чтобы преподать какой-то предмет и выйти с аудитории со спокойной душой, а еще участвовать в воспитании студентов. Потому что студенты — это молодые люди, у которых нет достаточного жизненного опыта, они могут в чем-то ошибаться, они могут быть не настолько дисциплинированными, как нам хотелось бы, но постепенно, посредством взаимодействия между преподавателем и студентом, он ограняется. Студент — это, будем говорить, алмаз, который требует огранки. И вот когда у него будет 57 граней, он станет хорошим, конкурентоспособным специалистом, мы можем сказать, что мы выполнили свою миссию. Поэтому я еще раз повторяю, что студенты должны очень добросовестно относиться к процессу обучения и только на основе хороших, крепких знаний стать конкурентоспособными специалистами. Ну и второе, конечно, примечание, то, что мы сейчас живем в век информационных технологий, да, и вот в период пандемии у нас, получается, мы учимся уже на дистанционной основе, и мы уже стали более уверенными пользователями таких программ, как Zoom, как Moodle, и работая в этих системах, общаясь со студентами, профессора, преподаватели тоже самосовершенствуются, они становятся более продвинутыми, и в этом тоже есть определенный смысл. Ну и, конечно, вот понятное дело, что нам не хватает общения,
не хватает того, что мы выходили на улицы, участвовали в различного рода митингах. Обычно вот 27 апреля мы, члены правительства, народные депутаты, судьи Конституционного суда, обязательно выезжали в село Хатырык и возлагали цветы к памятнику Максиму Кировичу Амосову. В этот же день возлагали цветы к памятнику Аюнскому. В то же время там на его исторической родине, музее Черкёхы, возлагали цветы. Или в Верхневилюйске, на родине Сидора Барахова, молодежь, люди с особым уважением возлагали цветы к памятнику Сидору Никифоровичу Барахову. Конечно же, в этот день проводились большие торжественные мероприятия, но, к сожалению, вот сейчас в условиях пандемии коронавируса мы вынуждены сидеть дома и в режиме виртуальном уже общаться. Но, тем не менее, я уверен, что мы вместе с вами преодолеем это сложное время. Самое главное, конечно, чтобы каждый из вас был здоров. Я, пользуясь случаем, хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, потому что именно здоровье для каждого из нас является важнейшим компонентом. Только здоровый человек может быть полезен обществу. И в этой связи я хотел бы посоветовать, чтобы вы занимались активно физической культурой и спортом. Вот я на своем примере могу сказать, что в школьные годы я не был самым лучшим учеником, может быть, даже был самым худшим, потому что я самым последним получил аттестат зрелости, и в то время к аттестату зрелости еще присовокуплялась комсомольская путевка. Ну и вот тогда лучшим ученикам давали комсомольские путевки там, для поступления в вузы Москвы, Ленинграда, Новосибирска, ну и так дальше. Там далее уже в Якутский госуниверситет, далее уже средние специальные учебные заведения, далее уже профессионально-технические училища. Но я самый последний получил аттестат зрелости и комсомольскую путевку в совхоз Актемский доером. Ну вот сказали, на большее как бы не способен, потому что средний балл в аттестате был 3,3. Но каждый человек, когда ставит перед собой конкретные цели, он может развиваться. Я в свое время, мои родители самые простые, и мать всю жизнь работала уборщицей, посудомоечницей, отец был кочегаром, чернорабочим. Ну и вот после школы я пытался поступить в педучилище, но не смог поступить по конкурсу. Вот почему я в течение года работал рабочим в Покровском хозяйственном магазине, таскал гвозди, мыло, разбирал 50-градусные морозы мебель. Ну и вот приучился к работе. До того я еще со 2 по 9 класс мыл полы в разных конторах, поэтому знаю, что такое честно заработанный рубль. Ну и после окончания педучилища я поехал в Хабаровский пединститут, поступил, закончил его уже более качественно. А в 1990 году, как я уже говорил вам ранее, с красным дипломом закончил Якутский государственный университет, отделение правоведения. Поэтому каждый из вас может достичь тех или иных высот. Но для меня залогом успеха явилось то, что я с малых лет любил физкультуру, потом, начиная с 8 класса, занимался спортом, я занимался настольным теннисом, легкой атлетикой. В молодые годы я стал мастером спорта по якутским прыжкам. Ну и в последующем, уже в возрасте 48 лет, я впервые в руки взял лук спортивный и начал заниматься стрельбой из лука. И в 50 лет, в 2008 году, я выполнил норматив мастера спорта России и выполнил этот норматив во время всероссийского турнира, значит, в Чебоксарах, столице Чувашии, и стал призером всероссийского турнира. В следующем году, в 2009, я завоевал 2 медали уже на спартакиаде Манчары, и там установил рекорд республики на дистанции 70 метров, когда я выбил 114 очков из 120 возможных в финальной стадии, чем я, конечно же, горжусь. Ну, я горжусь тем, что начиная с 92 года я являюсь
президентом Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахада Спорт», который культивирует игры наших предков. Вы, наверное, хорошо знаете, что такое якутские прыжки. Это 11 безостановочных прыжков на одной ноге, называется кылы. Это 11 безостановочных прыжков с ноги на ногу, называется эстанга. И 11 безостановочных прыжков на двух ногах, прыжки коба, в переводе заяц. Это якутская борьба хапсагай, где можно уронить соперника, может быть, даже физически не соприкасаясь с ним. Это, значит, перетягивание палки, масс-рестлинг. Это северное многоборье, это настольные игры, это якутское многоборье, это конные скачки, это гиревой спорт. Вот эти федерации, они входят в состав Ассоциации национальных видов спорта «Сахада Спорт». И мы ежегодно, вот уже более 27 лет, значит, выявляем лучших спортсменов, лучших тренеров, проводим различные соревнования по этим видам спорта. Ну и особо гордимся тем, что, например, масс-рестлинг уже приобрел не только всероссийскую прописку, но и международную. Вот в 1996 году мы создали Федерацию масс-рестлинга Якутии, в 2002 году мы создали Российскую Федерацию масс-рестлинга, в 2012 году мы создали уже Международную Федерацию масс-рестлинга, которую возглавляет Александр Константинович Акимов. Я являюсь первым вице-президентом Международной Федерации масс-рестлинга. Мы провели уже 3 чемпионата мира по масс-рестлингу. Это в 2014 году в городе Якутске, в 2016 году в городе Чолпан-Аты в Кыргызстане, в 2018 году опять же в городе Якутске. И вот мы в этом году должны были провести 4-й чемпионат, но в условиях борьбы с коронавирусом мы вынуждены были отложить данный чемпионат, который мы намечали провести в дни ЮСЭФа. Но, тем не менее, я могу сказать, что в Международной Федерации масс-рестлинга сегодня более 50 национальных федераций со всех 5 континентов, что говорит о том, что данный вид спорта имеет все основания в последующем стать олимпийским видом спорта. Ну и, конечно же, я хочу отметить, что спорт формирует в человеке такие важные качества, как целеустремленность, как коммуникабельность. Он позволяет нам находить друзей, которые очень важны для того, чтобы достигать тех или иных целей. Ну, я хочу отметить, что научная стезя, она требует от нас участия в различных научно-практических конференциях, помимо профессорско-преподавательской деятельности. Мы, конечно же, развиваем тему. Я являюсь специалистом в области федеративных отношений. Мною изданы учебники в соавторстве по конституционному праву Российской Федерации, по административному праву Российской Федерации. Также издано несколько книг, монографий, в том числе «Ход белого коня», это в 1999 году, в 2001 году вот монография по вопросам развития российского федерализма и разграничения полномочий. Вот. Совсем недавно также новая книга, называется «Конституция, государство, общество». И я думаю, что данная книга, она тоже будет иметь определенный отклик среди специалистов. Ну, наверное, будет интересен также и для студентов, потому что здесь помещены различные доклады, вступления, с трибуны Госдумы, Совета Федерации, Федерации независимых профсоюзов России, с трибуны Госсобрания, ИЛТУМЭН. И они направлены, распределены по тематике, в том числе вопросы реализации Конституции Российской Федерации, вопросы реализации Конституции Республики Саха-Якутия, вопросы конституционного судопроизводства на уровне Конституционного суда Российской Федерации, на уровне конституционных уставных судов Российской Федерации, вопросы защиты прав человека. Также в этой книге рассказывается о лидерах республики, в том числе мой доклад, который был озвучен на 80-летие Михаила Ефимовича Николаева. Также доклад, который был посвящен юбилею
значит, Владимира Петровича Ларионова, первого академика из народа Саха. Также там статья про Михаила Михайловича Федорова. Про Михаила Михайловича Федорова мы можем говорить очень много. Помимо того, что он является основателем высшего юридического образования, он сделал очень многое. Во-первых, он воевал, он является ветераном Великой Отечественной войны, воевал в составе Второго Украинского фронта, был ранен, имеет боевые ордена, орден Отечественной войны, орден Красной Звезды. Ну и в последующем, после войны, он, значит, приобретя специальность юриста, стал прокурором. Он был прокурором Алданского района, был прокурором Республики Саха-Якутия и внес большой вклад в подготовке высококвалифицированных кадров юридических, в том числе в сотрудничестве со Свердловской юридическим институтом, с Харьковским юридическим институтом и целая плеяда юристов, которые вот были выписаны в этих прекрасных учебных заведениях именно благодаря Михаилу Михайловичу Федорову. Ну и он, конечно, как прокурор участвовал в реабилитации имен наших выдающихся личностей, вот, 3 просветителей. Он участвовал в последующем уже в качестве научного работника, в качестве заведующего кафедрой правоведения в разработке проекта Декларации о государственном суверенитете, в разработке проекта текста Конституции Республики Саха-Якутия, текста Конституции Российской Федерации. Поэтому он, конечно же, имеет выдающиеся заслуги перед республикой. Я хочу отметить, что 21 ноября этого года мы будем отмечать столетие Михаила Михайловича Федорова. Ну, я хочу отметить, что, значит, тех людей, которые вот участвовали в создании якутской автономии, в том числе к числу тех, которых я уже перечислил, я могу назвать Алексея Дмитриевича Широких, который был заместителем председателя Совнаркома Якутского, который был первым министром юстиции, первым председателем главного суда Якутии. Вот главный суд Якутии сейчас это Верховный суд Республики Саха-Якутия. Вот именно на примере таких выдающихся людей мы должны воспитывать нынешнюю молодежь. Ну и, конечно, как юристы, мы, конечно же, участвуем в пропаганде правовых знаний. Вот моя лекция в том числе является одним из компонентов этой работы. Вот в этой связи я хочу с особой гордостью отметить, что начиная с 1994 года я бессменно возглавляю юридическое сообщество Якутии. Вначале это был союз юристов. Мы организовались в октябре 1994 года по инициативе министра юстиции республики Горевой Людмилы Тимофеевны. Вот. В последующем мы были преобразованы в ассоциацию юристов, а начиная с 2010 года мы уже работаем как Якутское региональное отделение Ассоциации юристов России. Вот в этой связи я хочу отметить, что мы были инициаторами разработки, значит, концепции правового всеобуча трудящихся, когда я был председателем Федерации профсоюзов. Почему мы решили заняться этим проектом? Потому что мы понимали, что для каждого работника прикрепить юрисконсульта для ответов на те или иные вопросы касательно трудового законодательства невозможно. Мы, наоборот, должны возбудить самих работников интерес к трудовому законодательству. Тогда они, понимая свои права, могут создавать первичные профсоюзные организации, могут ставить перед руководством своего предприятия, организации вопрос заключения коллективного договора. Вот в 2009 году уже мы разработали проект концепции повышения правовой культуры населения, который был утвержден президентом республики Вячеславом Анатольевичем Штыровым. В 2011 году уже президент республики Егор Афанасьевич Борисов подписал вторую концепцию. Я считаю, что вот реализация этой концепции дает нам возможность уже, чтобы наши граждане больше руководствовались правом. Потому что право сопровождает человека вне зависимости от его желания с момента рождения и до самого последнего дня.
Здесь я хотел бы отметить, что на самом деле даже, может быть, посоветовать, порекомендовать, чтобы тексты Конституции Республики Саха-Якутия, текст Конституции Российской Федерации вот, были бы для вас настольными книгами. Да? Почему? Потому что каждый раз человек, даже вот мы в своем возрасте, имея определенный опыт, знания, обращаемся к Конституции, видим и читаем его совершенно другими глазами. А для вас, если тексты Конституции будут для вас настольной книгой, они могут очень хорошо способствовать вашему саморазвитию, потому что вы, зная конституционные нормы, будете уже более конкурентоспособными, будете более эффективно защищать и реализовывать свои права. Ну, вы знаете, что 15 января 2020 года президент Путин выступил с посланием в адрес Федерального собрания, где говорил о перспективах развития нашей страны. В том числе он значит, высказал идеи по внесению изменений и дополнений в текст Конституции Российской Федерации. После этого была образована рабочая группа, была работа в стенах Государственной Думы, Совета Федерации. Данный вопрос был предметом рассмотрения на уровне законодательных органов субъектов Российской Федерации. Как вы знаете, должен был состояться референдум, не референдум, а общероссийское голосование, посредством которого люди должны были выразить свое отношение к данному документу. Конечно же, вот первично тех предложенных изменений президентом был такой особый смысл, потому что мы понимаем, что Конституция — это не какой-то вот документ, который вот лежит на столе, а это документ, который отражает современные реалии. И, безусловно, в новых реалиях нужны определенные изменения, которые касаются требований государственным служащим, чтобы у них не было иностранного гражданства, чтобы у них не было счетов в иностранных банках, были какие-то определенные требования к депутатам, были определенные требования к членам правительства и так далее. Ну и, конечно, вот те социальные гарантии, которые закреплены в части минимального размера оплаты труда, что вот, ну, должен быть не ниже минимального прожиточного минимума, в части индексации пенсий и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, по роли судебной системы, вот, конечно, вот Конституционный суд Российской Федерации будет сейчас обладать еще и дополнительными полномочиями, такими как при обращении президента Российской Федерации они будут давать заключение по тем или иным вопросам, по тем или иным законопроектам, даже до подписания закона. Вот поэтому нужно интересоваться Конституцией, нужно быть более активными гражданами. Потому что именно народ решает, кому давать власть, народ решает, каковой должна быть Конституция. Поэтому быть в теме, быть в тренде — это очень важно. Ну, конечно же, Республика Саха-Якутия на сегодняшний день является самым крупным по территории субъектом Российской Федерации. На сегодняшний день в республике реализуется очень много национальных проектов, поэтому я думаю, что вот в 2022 году мы вместе с вами будем отмечать столетие Якутской Республики, и у нас будет возможность оглянуться назад, каждый из нас может подумать и спросить себя, что я сделал для республики. Вот в свое время Джон Кеннеди говорил о том, что прежде чем спросить у государства, что оно сделало для тебя, ты в первую очередь должен спросить самого себя, а что ты сделал для государства. Поэтому я очень надеюсь, что вы, как молодые люди, являетесь перспективой будущим Якутии. И я уверен в том, что из вас вырастут прекрасные специалисты, которым мы можем доверить дальнейшее развитие нашей республики. А для этого, конечно же, нужно интересоваться не только вот как идет конституционное развитие, нужно интересоваться социально-экономическим положением. Конечно же, вот нынешняя ситуация, она создает очень большие проблемы, в том числе для развития малого и среднего бизнеса. Будет определенная стагнация в тех или иных экономических сферах. Ну, как вы знаете, вот будут большие проблемы и у нашей главной бюджетообразующей компании
А у РУСа, безусловно, в период тяжелый не все могут позволить приобретать себе бриллианты и так далее. И все это, конечно же, сказывается на этом рынке. Тем не менее, я думаю, что все, что развивали наши предки, мы должны продолжать. Вот не зря, наверное, гибли в период Великой Отечественной войны наши предки, которыми мы гордимся. Не зря, наверное, восстанавливали нашу страну, не зря строили новую республику. Поэтому, конечно, каждый из нас должен понимать всю свою ответственность за будущее республики, за будущее России. Я в целом думаю, что для того, чтобы стать хорошими специалистами, вы, конечно же, должны расширять свой кругозор, и для этого нужно много читать, всегда интересоваться новостными каналами, что, ну и, конечно, соразмерять. Я всегда говорю вот своим студентам, что у вас должна быть возможность что-нибудь подвергнуть сомнению, да? Почему? Потому что каждый человек — это индивид, который все пропускает через свои мозги, через свой разум. И, конечно, все нельзя воспринимать за чистую монету. Всегда нужно быть взыскательным, критичным, и тогда, конечно, вы будете очень полезными членами своего общества. Я думаю, что, в принципе, вот та проблематика, о которой мы сегодня вместе с вами говорили, это развитие Республики Саха-Якутия в составе Российской Федерации. Это очень важно. Почему? Потому что сейчас очень много притязаний. Многие люди хотят перерезать нынешнее мироустройство, что, конечно же, недопустимо, потому что все, что вот было добыто, это было ценой крови, огромных усилий. И, конечно же, мы должны дорожить, что Российская Федерация является демократическим, правовым, федеративным государством. И я бы очень хотел, чтобы наша Россия была единой, чтобы мы всегда уважали людей старшего поколения, чтобы мы всегда уважали людей, представляющих различные народы, народности, различные религиозные конфессии, потому что для нас главным смыслом должно явиться любовь к родине и вера в будущее Российской Федерации. Поэтому я хочу поблагодарить вас, дорогие студенты, за то, что вы сегодня вот в режиме онлайн, а мне сказали уже более сотни людей сегодня находятся вот на прямой связи со мной. Ну и считаю, что важно то, что мы вместе с вами провели это время. И хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, успехов в учебе, преподавателям больших успехов в вашей ответственной работе, в вашей миссии. Ну и думаю, что вместе сообща мы выйдем из этого тяжелого положения и будем свидетелями и участниками больших событий и будем гордиться нашей великой Родиной. Большое спасибо за внимание.